Лесные пожары стали причиной обмеления трех крупнейших рек в Якутии. Уровень воды в Лене, Яне и Алдане опустился ниже критических отметок. По ним не могут ходить суда с большой осадкой. Такое обмеление рек в Якутии случается раз в 10-15 лет, но в этом году уровень воды низкий, как никогда прежде. Насколько критична ситуация, расскажет Саргалана Федорова. Уровень понижения воды побил антирекорд 30-летней давности. Сегодня у берегов Якутска он составляет минус 213 сантиметров от контрольной точки. Пассажирские катера ходят с перебоями. Обмеление может помешать осеннему нересту рыб. Некоторым видам грозит даже гибель. Почти по всей Лене с Усть-Кута до Жиганска действует ограничение по осадке судов. Это впервые за 33 года. Похожая ситуация наблюдалась в 1985 году. Почему такая ситуация возникла? Могу сказать, что это отсутствие осадков, паводкообразующих осадков, допустим, в Иркутской области, по реке Витим также. И, соответственно, малоснежная зима тоже в Иркутской области 2018-2019 годов. В соответствии малый приток в реку Лена. Уровни сейчас немного поднимаются вследствие выхода дождевой волны с реки Витим. Но еще страшнее лесные пожары, которые продолжаются до сих пор. Они и причина рекордного обмеления. Огненный шквал наблюдается даже в северных районах, где давно не было сильного пламени. Эксперты связывают это с тем, что в лесах накопилось много горючих материалов, таких как ветошь, опад, сухослойные стволы. Они сгорают моментально. Имея всю полноту данных о давности пожаров, о пожарной обстановке за прошлые годы, можно прогнозировать, вести профилактические работы. Но для этого нужна сильная служба охраны лесов с очень хорошим финансированием и так далее, чего, к сожалению, у нас в Российской Федерации, и в частности в нашей республике, нет, к сожалению. По словам специалистов, густой дым разъедает облака, и осадки попросту не выпадают. Даже если дожди выпадают, вода уходит в почву грунтов. В Верховье и центральной части Лены дождей не было уже почти 2 месяца. Именно в отсутствии осадков видят основную причину обмеления реки. Приток на реках республика, он же связан с дождями. А дело другое, когда в районе Берхаянского луса, Верховья реки Яна, это Сартан-Дулгалах и Адыча, почему там в этом году не было дождей, что был летний приток, это, по-моему, объясняется тем, что, скорее всего, давление, которое было образовано в связи с пожарами в Берхаянской котловине, в районе Верхояния, оно, значит, не допустило там облачность или дождевые облака. Снижение уровня воды сильнее всего сказывается на работе речного транспорта. Грузовые суда сейчас идут по Лене с неполной загрузкой, чтобы не сесть на мель. По плану навигации в северные и арктические районы должны завести 1 миллион 245 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Из них на сегодня отгружено пока только 905 тысяч тонн. На севера около 80% завезено, 20% остается, около 82 тысяч тонн. Прогнозируем, что все груза будут доставлены. 10 тысяч тонн нефтепродуктов у нас остается, это с Усть-Кута до Ленска. До конца навигации всего 40 дней. Остается ждать повышения уровней воды на проблемных участках, особенно в нижнем течении реки Яна. В ближайшее время в регионе ливни не ожидаются. По словам экспертов, на обмеление рек невозможно повлиять. И искусственно поднять уровень тоже нереально. А чтобы уровень воды в реках Якутии поднялся до нормы, понадобится несколько дней ливневых осадков. Саргалана Федорова, Джулустан Накентьев, Якутия, день за днем.